Дичь-буречь, печешьесмы. Здравствуйте, юные друзья! Ребята, и сегодня у нас снова в гостях Валентина Приженникова, известный этнодизайнер города Глазово. Дичь-буречь, Валентина. Умаечь, Марина. И сегодня мы с вами будем изучать удмуртский женский костюм. Костюм северных удмуртов. Валентина, что интересного вы нам сегодня расскажете? А сегодня я вам расскажу о Дне национального костюма, который был учрежден 15 сентября в 2023 году по инициативе Татьяны Витальевны Ишматовой. И у нас многонациональная республика, в ней проживает более 190 национальностей, представляете? И вот каждый из этих жителей может, из жителей нашей республики, имею в виду, 15 сентября одеть свой национальный костюм и тем самым показать, насколько наша республика дружная и многонациональная. И красивая. И красивая при этом. А так как мы с вами удмуртки северные, то мы сегодня представляем северный костюм. Верхнечепецкий костюмный комплекс, Да. женский комплекс. И сегодня в преддверии этого чудесного праздника мы расскажем вам, ребята, о том, как называются элементы верхнечепецкого женского костюмного комплекса на русском и на удмуртском языках. Так, головной убор, Платок. кышет, Платок. в данном случае представлен вариант платка. Косынка называется куинь-серго. Вот она интересно очень состоит, если ее раскрыть. Вот уголок, белый цвет и красная кайма получается сзади, чтобы это красиво смотрелось на спине. И если повернуться лицом, то здесь обрамление также красного цвета. И обязательно красная отделка, она на одном из концов выдается впереди. Мой головной убор — это челма. В принципе, это полотенце, которое завязывается определенным образом на голову. Вот. Дальше. Да. Распашной кафтан. Вот он. Шорт ДРМ. Вот. В данном случае он без рукавов. Также шорт ДРМ может быть с рукавами. Напоминает он современный жилет. И обязательно под ним есть нижнее платье или ДРМ. Вот. Рубаха. Рубаха. ДРМ. Хотелось бы еще остановиться на том, какие здесь красивые рукава. Это свойственно именно северным удмуртам. И называются они пестро-саес. То есть это сочетание белых и красных рукавов. В переводе пестрые рукава. Пестроса есть. Пестрые рукава. А здесь вы можете еще наблюдать очень красивый и интересный элемент костюма. Это нагрудник. Он сшит отдельно, то есть это не на платье пришито, а это отдельный элемент костюма. И называется он муресаж. Вот у меня тоже муресаж, но он современный. У Марины это аутентичный, как сейчас принято, или исторический родной нагрудник. Ему уже более 100 лет. Муресаж, он был свойственен как элемент одежды замужней женщины. И он олицетворяет плодородие и силу женщины, как матери и супруги, хранительницы домашнего очага. Здесь изображены прямой и косой крест, и все это сделано именно с ручной вышивкой, стежками ручными. Аппликационный нагрудник. Муресаж. Также обратите внимание на нагрудное украшение. Оно выполнено в нетрадиционном стиле для юга Удмуртии, именно для севера Удмуртии мы выбрали. Это хотя современная уже стилизация, но тем не менее здесь использованы ракушки каури. Это было свойственно в первую очередь северным удмуртам. И монетки. Но монетки, как мы видим, не как у южных удмуртов, их очень много, да, а их ограниченное количество, то есть они не перетягивают на себя элемент женского костюма.
Если у вас есть вопрос, например, особенно думаю, что у ребят возникнет вопрос, откуда же ракушки каури брались? Это же морские ракушки, да, морского моллюска. Оказывается, наши предки удмурты, они очень активно торговали с восточными иноземными государствами. И на беличьи шкурки конь-дон, кстати, дословно это переводится, сколько белок, то есть это деньги. Именно менялись шкурки, например, на ракушки каури. И они стоили очень дорого. Так что не надо думать, что это ракушки каури, это просто какие-то дешевые ракушки. Это было достойное и дорогое украшение на то время. Бусы, черты вещь. А сейчас, ребята, мы переходим к нижней части, к поясным изделиям, как это сейчас называется в современном дизайне. Это у нас фартук или айшет. Он был без грудки у северных удмуртов, потому что у южных удмуртов еще грудка прикрывала. Айшет, все верно, да? А здесь у нас айшет получается. Обратите внимание, здесь необычная ткань, не современная ткань. Это домотканина. Раньше наши бабушки, прабабушки сами создавали ткани. То есть они собирали лен, сажали сами сначала, затем собирали, его обрабатывали и ткали на ткацких станках. Представляете, Марина? Сколько, думаете, это времени занимало? Работы, сил, да. Это занимало весь год. То есть, представляете? И наши женщины-удмуртки, они считались одними из самых трудолюбивых и великих рукодельниц. Хочу еще рассказать о своем айшете или фартуке. Часть его досталась мне от моей бабушки. Вот эта вот часть. Это уже современная часть. И вот эти кружева, то есть собирались они тоже с разных мест. Кто-то мне их пожертвовал, кто-то подарил, то есть вот все по-разному, да. И вот тут обратите внимание, какой интересный орнамент. Оказывается, это лягушка. А по-удмуртски лягушка? Эбек. Эбек. Лягушка, эбек. Вот. Лягушка, она также обладает обережным таким значением. Это женский символ, и его могли размещать именно на фартуках. Хочется рассказать еще вот о таком кружеве. Видите, оно очень красивое. Ручная работа. И связано оно из тоненьких белых ниток. И вот этот вот, именно это кружево, оно придает законченность фартуку и торжественность и красоту. И вот мы тут видим, он двухчастный фартук. Здесь у нас домотканина другого вида идет. Обратите внимание, здесь узор совершенно другой. А здесь домотканина в клеточку, в мелкую клеточку. Это было свойственно также сочетание северным удмуртам. Неброский синий цвет с красным. Также, видите, он не яркий цвет, красный. Натуральный, естественный, потому что все красители были натуральные. И сейчас мы еще перейдем и расскажем. Фартук. Айшет. Айшет. А сейчас мы хотим вам показать юбку. Или по-удмуртски это юбка. Почему практически не отличается от русского слова? Потому что юбка пришла в гардероб удмуртской женщины только в начале 20 века. Это заимствование из костюма русских женщин. До юбки женщины носили два элемента одежды всегда. Это нижнее платье или нательное платье ДРМ, о чем мы вам говорили уже, да? И шорт ДРМ, то есть это вот такой вот кафтан. То есть два слоя было минимум. И вот уже в 20 веке у нас появляется юбка в гардеробе. Как мы видим, это тоже из домотканины. Домотканина ткалась, еще раз повторюсь, на ткацких станках, поэтому ширина ее была небольшой, до 38 сантиметров всего. Поэтому, как мы видим, вот тут есть швы. Все это ручная работа, то есть не на швейных машинках все это сшивалось. Сшивалось в одно полотно. И у нас получался своего рода, как сейчас, вариант юбки-татьянки. То есть мы вот в данном случае видим без оборки по низу. А есть еще юбки, которые были с оборками, вот, либо платья. Также расскажу вот об этой юбке своей.
Юбка сшита из домотканины, которая уже более 100 лет. И здесь орнаменты похожие, вот обратите внимание, у нас с Мариной, похожие они, но не идентичные. Здесь у нас восьмиконечный вот такой элемент есть. Но он, вот у Марины, если он еще заключен, да, вот в такой вот круг, то у меня такого круга нет. И здесь вот заключены квадраты тоже в обрамление, как в рамочку. И, скорее всего, домоткань у Марины, она посвежее, чем у меня, потому что, видите, она у меня уже как бы выцветшая. И ввиду того, что это было что-то типа покрывала, я решила шить уже под современный фасон. Оно было узенькое, с 3 клиньями. То есть это получилась юбка-шестиклинка. Вот. Но ощущения, конечно, непередаваемые, когда ходишь в такой одежде. Чувствуется связь времен и чувствуется именно связь со своими предками удмуртами. Ну что, Валентина, очень приятно было вас послушать. Очень много мы сегодня, ребята, узнали, да? И давайте мы сегодня повторим еще с вами слова удмуртские и русские, именно элементов одежды. Хорошо. Ну что, я говорю на русском, Да, а вы на давайте. удмуртском. Да. Итак, платок, Кышет, аппликационный нагрудник, мурасажи, распашной кафтан, шорт дерем, рубаха, дерем, фартук, айшет, юбка, юбка, бусы, чертевещ, пестрые рукава. пестросаес. Ну что, ребятки, сегодня много мы интересного узнали. И поздравляем вас с таким замечательным новым праздником. Да. И вас, Валентина, спасибо вам большое. Баджин Тау. Баджим Тау, Марина, что пригласили и что у меня появилась возможность рассказать ребятам о таком важном, о важном и красивом празднике, и значимом очень сейчас нужном для празднике, нас. да. И о костюме северной удмуртки, о праздничном костюме верхнечепецкой удмуртки. Ну а вы одевайте свои костюмы национально красивые и идите украшать мир. Вилюш пумышка тощ.